Сестры Ивановы из Якутии спели вместе с театром «Домисолька» в Москве. Выступление состоялось в Крокус-Сити-холле в рамках гала-концерта 14-го международного фестиваля «Белая трость». Ежегодно это событие собирает талантливых детей с нарушениями зрения со всей России и стран СНГ. В этом году это более 70 юных артистов. О выступлении якутянок расскажет Айсена Бурнашова. Тем сказочным островом на один день стала площадка Крокуса. Сестры Ивановы почти не видят зрителей, но на сцене держатся уверенно. Диагноз ретинопатия поставили двойняшкам сразу после рождения. Песню «Ангелы-хранители» девчонки вместе с артистами выбрали не случайно, чтобы доказать – надежда есть всегда. В 8 лет мы начали в вокал ходить. Нет, в 7. Так 7 или 8? 8. Анжелике и Ангелине по 9 лет. Они учатся в коррекционной школе Якутска. На гала-концерт сестры попали, пройдя многоэтапный отбор. Для девочек, как и для десятков других детей с нарушением зрения, фестиваль – это возможность найти свой жизненный путь. «Белая трость» призван поддержать особенных детей. У меня самые лучшие дети, я не сравниваю их ни с кем. Все дети индивидуальные. У них как бы чувствительность больше получается. Они воспринимают это очень сильно к сердцу больше. Ну, всякие вот эти вот проблемы, еще что-нибудь, да, больше, чем обычные дети, получается. Этот фестиваль стал особенным и для автора проекта Дианы Гурцкой. Певица тяжело переживает потерю супруга. Она не появлялась на публике, отменила концерты. И только фестиваль помог Диане вновь выйти на сцену с новой песней, посвященной мужу. Это такое, знаете, счастье, когда я вижу этих детей, какие они целеустремленные. Поверьте мне, что я у них тоже многому учусь. Фестиваль, как добрая традиция, уже в 14-й раз помогает детям осуществить мечту – выступить со звездами. Сосо Павлиашвили, Ольга Кормухина, Александр Буйнов, Анита Цой. Вместе с ними на сцену вышли более 70 детей. Кстати, новогодняя атрибутика в кадре не просто так. Полная запись концерта выйдет в праздничные выходные января 2024 года. Айсена Бурнашова, Виктор Олесов, Москва.